Ну, Здравствуйте. Меня зовут Александр Егоров. Я представитель компании «Вальспроф». И хотел бы рассказать о таком замечательном объекте, как Домский собор. Здесь есть фотографии, которые были сделаны перед началом работ и в течение работ. Начало и сроки этой работы составлялись перед тем, как сделать ценовое предложение. Это самое главное, потому что время на исполнение этих работ и установку лесов было немаловажным таким моментом. Поэтому от этого зависела и цена, сколько будет стоить этот объект, и время, которое надо было распределить поэтапно. Всего на этой церкви получилось у нас 5 этапов. И первым этапом это было запланировано снятие и спуск вниз вот этого шара, флюгера и короны. Самая верхняя точка короны это 70 метров. Потом идет флюгер и потом идет шар. Для того, чтобы демонтировать и спустить эти детали, нам понадобился туннель. Вес шарика 100 килограмм. Ширина шара 1310 миллиметров, а высота 1376 миллиметров. Корону и шар надо было отреставрировать и покрыть золотом 24 карата. Флюгер надо было отсканировать и сделать измерение деталей. Всего на озолочение вот этих шара и короны ушло 7,5 квадратных метров сусального золота. Шар был покрыт очень тонким слоем сусального золота, и его нельзя было испортить, поцарапать. Поэтому перед поднятием этого огромного шара наверх мы укутали его в детское одеяло и поднимали по туннелю. Конечно же, нам очень помог лифт. Большой лифт был установлен 3 метра на 1,30 м. То есть это тоже нам облегчило очень большой труд. И все прошло у нас гладко, без царапинки, без всяких каких-то дефектов. Также в этот шар была помещена капсула времени. Капсулу времени изготовил Майдо Мюрцеп. Да. И эта капсула была помещена в сам шар. Здесь нету звука, но ничего страшного. После этого шар опустили и поставили остальные детали наверх. Всего было использовано 2 тельфера и один вот этот подъемный механизм. Вторым этапом это была запланирована реставрация башни. Высота башни составляет 18 метров и 67 метров от земли. Погодные условия, конечно же, там такие ужасные, и постоянно надо было выбирать, когда можно делать монтаж, когда нельзя было делать монтаж. Начало башни начинается вот с такого 8-гранного карниза. Этот карниз сделан из метровых частей, которые соединяются на клипсы, и эти клипсы, они служат как клямер и как ограничитель для расширения.
Все детали, которые были сделаны на эту башню, все сделаны были вручную прямо на месте у подножия этой башни. Есть внутренние и наружные радиусы, которые растягивались и сжимались специальными инструментами. Это все было у нас куплено сразу же, заранее, потому что без них как бы сделать такую работу было невозможно. Под покрытие мы поставили подстилочный мат вместе с пленкой. Это было лично моей инициативой, потому что есть маленькие моменты, как между металлом и пленкой происходит вентиляция. Поэтому все-таки это, наверное, к лучшему. На весь объект, на все покрытие медным листом у нас ушло 9 тонн меди. Толщина меди 0,7. Полумягкая. Или как бы не совсем мягкая, но жестковато. Все вертикальные и горизонтальные швы сделаны на двойной фальц. Все швы загерметизированы специальным маслом М82 вальцилем. Поэтому я думаю, что все фальцы сделаны надежно. Третий этап это был замена L-образных опор и шаров. Всего шаров 8 штук. На каждом шарике нарисовано, выбито даже, можно так сказать, имя и фамилия ребят, которые принимали участие в этой реставрации. Всего шарик состоит из 32 лепестков, элементов, которые надо было вырезать, вручную откатать, и потом еще каждый шов надо было запаять. На эту работу, на исполнение этих шаров ушло 40 килограмм олова припоя. Две половинки соединяются на двойной фальц. И в общей сложности паянных швов получилось полкилометра. Это 500 метров. Сам шар состоит из 32 частей, это я сказал уже, да. И они неправильной формы. Форма шара 1260 на 1370. Следующим этапом это была галерея. Галерея состоит из 8 пятигранных столбов. Между столбами стоят 40 красивых балюстрад. Все балюстрады надо было демонтировать и посмотреть, в каком они состоянии, посмотреть дефекты, отверстия, которые могут пропускать воду. И когда мы это все демонтировали, применили высокотемпературную пайку с припоем, с серебром, с прутком. Также на галерее было очень много деталей, которые были сложной формы. Все детали тоже делались вручную. Все швы при вальцевании были прогреты
ну, сложные узлы, которые надо было свальцевать на двойной фальц, они все были прогреты. То, что возможно было сделать внизу, прогревали внизу, наверху, конечно, нельзя было пользоваться такими вот пожароопасными вещами. Вот над арочными столбами есть такие декоративные элементы, там и бантовые соединения сделали. Частично использовался старый хороший материал, который еще мог пойти туда. И вообще вся церковь от начала и до конца сделана с разных материалов, с разной толщиной материалов. Всего принимало участие на этом объекте 8 хороших квалифицированных жестянщиков, все знакомые мои ребята, с которыми мы начинали работать в 2005 году. Первый объект у нас был это гостиница «Телеграф-телефон». Там есть и медные крыши, и простые крашеные. Таким образом мы изготавливали заготовку, вот как вы сейчас видите на экране. Это все было сделано прямо внизу под башней. Сначала делается длинный бан или длинный фальц-профиль, который профилируется на станке. И потом его надо было пропустить еще через один станок, который уже выгибает тот радиус, который есть на самом скате. Потом этот лист разрезается на мелкие куски по 1,25 м, отворачиваются малый фальц, большой фальц, и потом они задвигаются друг друга и монтируются. Все это делалось внизу, потом это все поднималось на лифте. Построили специальную палатку. Если у нас, конечно же, и были и внутренние, и наружные фальцы, поэтому если есть внутренний радиус, то его пришлось гофрировать уже гофроклещами. Вот, видно складки. Все разделено последней планкой для компенсации, чтобы когда медь играет, все фальцы обжигались горелкой внизу, ну и монтировались уже. Это был последний такой этап, который вроде бы он был самым большим, но он оказался самым легким. Интересный был объект, дал очень большой опыт. Перед началом, конечно, было очень страшно, и я ночами не спал, как бы думал, как это все сделать, как это все организовать так, чтобы всем понравилось, чтобы все было красиво. Ну, все получилось. И не было пока еще замечаний. Конечно, гарантийный срок 5 лет. В течение этого срока, может быть, появятся какие-то дефекты, но, скорее всего, их не будет. Арочные своды вот над часами, там есть вот этот нелукохт, ендовная часть. Ендовная часть упирается во внутренний радиусный скат. И это тоже надо было поломать голову, как его сломать, повернуть под радиусом. То есть там много было таких интересных моментов, которые не встречались до этого. И решения принимались, делалось, все получилось. Вообще, конечно же, этот объект мы долго с ребятами хотели взять вот и сделать именно такую работу, которая
которую мы никогда не делали. То есть этот объект, он был первым, но если брать отдельными элементами каждый как бы узел, то каждый узел у нас выполнялся. Но чтобы эти все узлы были в одном месте, такого уже, конечно, не было. Ну, сейчас это мы сделали. И будем стараться дальше искать такие же работы. Работа интересная. Это заключительное видео. Как это выглядит в конце. Это все ребята, которые принимали участие. Вот такой объект. Вообще красиво. Спасибо. Очень. Спасибо тебе.